الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Пусть Аллах примет наше поклонение, простит нам наши грехи и мертвит будучи мусульманами. Слава ля иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах. Альхамдулилля, по милости Аллаха, вот мы и вышли на финишную прямую. Да? Иншаллах, завтра у нас начнется последние 10 ночей. Можно было, конечно, об этом поговорить завтра, но лучше быть подготовленным к этому. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он последние 10 ночей совершал еще одно поклонение, которое называется и'тикаф. И'тикаф. И'тикаф – это, скажем, уединение с Аллахом субханаху ва тааля. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, это поклонение и'тикаф делал в течение жизни. Ни разу не пропускал. И даже в конце, последний год, он провел не 10 дней, да, не 10 ночей, а целых 20. И это указывает то, что мы должны тоже на это обратить внимание и постараться совершить это поклонение, ощутить вкус уединения с Аллахом субханаху ва тааля. Например, если посмотреть, человек собирается поехать отдохнуть, скажем, в Дубай, в Турцию или в Дагестан, например, да, то есть он к этому готовится, подбирает время, чтобы там берет отпуск и так далее. Но вот этот и'тикаф, он нам нужен для души. Необходим. Из-за этого пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда заходил, то он в мечети, где его все знали, да, он ни с кем не разговаривал, ни с кем не общался. Даже он ставил палатку и все, уединялся. Почему? Потому что человек, когда уединяется, он ощущает вкус поклонения. Вкус поклонения. То есть даже человек, если его позовут, давай проведи урок. Мы знаем, провести урок это благое дело, великое дело. Но он как бы старался вот это время, 10 ночей, 10 дней, только этому посвятить. То есть и'тикаф. Из этого мы тоже должны постараться подобрать время и место тоже. А то бывает, люди, все, я пошел на и'тикаф. Собираются 5-6 друзей и до сегодняшний день все, что было, как было в детстве, потом все начинается. Но суть и'тикаф это что? Это уединение. Уединение. Из этого даже многие ученые, они на последние 10 ночей оставляют даже уроки, чтобы посвятить себе, чтобы приблизиться к Аллаху субханаху ва тааля. И мы также понимаем, если посмотреть до Рамадана, как люди ждали его, вот, сейчас настанет, да, первые дни, смотришь, мечеть полная, некуда там яблоку упасть, да, некуда встать. А уже 20-й день, уже человек привык, нормально, да, уже не ощущается вот эта сладость. И мудрость того, то, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, забыл о какой ночи?
а ночи предопределения. Тогда он вышел и хотел уже сказать, но Аллах сделал так, то что стой. Еще давайте поднажмем. Последний спорт. Да? И вот, иншаллах, завтра 21-я ночь Рамадана. И наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, призывал нас. И Аллах, субханаху ва тааля, выделяя эту ночь, целую суру этому посвятил. Какая это сура? Аль-Кадр. 97-я сура. Из этого мы тоже к этой ночи должны готовиться. И Айша, жена пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, она спросила, если, говорит, я найду эту ночь, которая лучше, чем сколько? 1000 месяцев. 83 года. Многие столько не живут. То есть одна ночь может перевернуть всю твою жизнь. Одна ночь. Из-за этого пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он и так много поклонялся. Он и так был щедрым. Но последние 10 ночей он еще сильнее затягивал свой изар. Он еще щедрее становился. Из-за этого мы тоже должны понять, да, альхамдулилля, у меня есть возможность найти эту ночь. Как? Так каждый день просто поклоняйся все. Осознанно, с правильным намерением. А следующий год будет или не будет, это мы не знаем. Из-за этого пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал Айше, если ты найдешь эту ночь, делай дуа. Да, многие эту дуа знают, может, что-то подзабыл, но мы, как люди, забывающие, должны друг другу напоминать. Что он сказал? Аллахумма иннака афуун тухиббул афва фа'фу анни. Аллахумма, о Аллах, иннака, поистине ты афуун, прощающий, тухиббул афва, ты любишь прощать, фа'фу анни, прости же меня. 7 слов. Даже человек, который не знает за сутки, еще сутки есть, можно выучить. А кто подзабыл, повторить. Но вот чем больше мы будем это говорить, иншаллах, мы получим магфира, прощение Аллаха субханаху ва тааля. Почему? Потому что наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, человек будет в убытке, который дожил до месяца Рамадана и не получил прощения Аллаха. Из этого вот оно. Давайте стремиться просить у Аллаха субханаху ва тааля прощения. Прощение. Больше поминать Аллаха субханаху ва тааля. Больше читать Его слова. И, конечно же, друг друга тоже прощать. Потому что есть дела, которые совершаются между рабом и Аллахом. А есть дела поклонения, которые совершаются между двумя рабами. Мы знаем очень много хадисов, где женщина из-за одной кошки попала в ад. Или женщина, которая напоила собаку, попала в рай. Из-за этого мы не знаем, за счет какого поклонения, а может быть слово, может быть дело, Аллах субханаху ва тааля нас простит, проявит свою милость, будет нами доволен и введет в райские сады. Вот месяц Рамадан – это нам возможность, где Аллах субханаху ва тааля
Он держит заперти, прикованными нашего злейшего врага. Так пользуйся, бери, не трать свое время понапрасну. И вот эти 10 дней, 10 ночей мы должны каждую секунду, каждую минуту просчитать, проникнуться. Потому что эти 10 ночей, на которых мы уже стоим у порога, да, они наступят, а потом, не знаю. Из-за этого давайте стараться просить за себя, за друг друга и, конечно, за наших близких. Потому что мы делаем причину, а результат от Аллаха. Из-за этого, может быть, позвав кого-то, наставив кого-то, просто кому-то ты подал руку или подсказал что-то, да, и, может быть, это станет причиной прощения его и тебя тоже. Из этого мы делаем причину, мы рабы Аллаха. Все в руках наших, причину делать. И потом уж полагаемся на Аллаха. Из-за этого давайте к этим последним ночам и дням будем готовы. Планировать. Может быть, да, завтра кто-то уедет куда-то, в какую-то мечеть, деревенскую куда-то, может быть, где его никто не знает, да. Это лучше будет для него. Это будет уединение, это будет целью и'тикафа. А не просто приехать куда-то в мечеть и там уж отдыхать от семьи, например. Уеду-ка я, отдохну, высплюсь. Да? Нет. Не должно быть наше намерение. Почему? Потому что, чтобы наше дело было принятым, чтобы наше поклонение было принятым, должно быть сколько условий? Всего лишь 2. Да? Первое – искренность. И второе, чтобы соответствовало сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Пусть Аллах примет наше поклонение, простит нам наши грехи и умертвит, будучи мусульманами, со словами «Ля иляха илля Мухаммад Расулуллах» и введет в райские сады Фирдаус через врата Ар-Райян. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху